Здравствуйте, уважаемые абитуриенты! Начинаем с вами нашу консультацию по вступительному испытанию «Основы профессиональной коммуникации» для тех, кто поступает на базе среднего профессионального образования. Меня зовут Юсупова Юлия Рустемовна, я являюсь доцентом кафедры межкультурной коммуникации и перевода и в настоящее время исполняю обязанности заведующего этой кафедрой. В чем состоит наш экзамен? Вступительное испытание иностранный язык в профессиональной сфере сдается в дистанционной форме в виде теста. В тесте всего 25 вопросов. На выполнение этих 25 вопросов теста отводится 60 минут, то есть целый астрономический час. Если у вас есть ограничения по возможностям здоровья, вы заявили об этом при подаче документов, то время для вас увеличивается на 1,5 часа. В любом случае, на выполнение теста дается одна попытка только, поэтому используйте это время с толком. Максимальное количество баллов, которые вы можете набрать, это 100 баллов. Это очень замечательно, это просто супер. Если вы для того, чтобы пройти, участвовать дальше в конкурсе, достаточно 40 баллов, но этого может оказаться мало для поступления, поэтому я рекомендую вам сделать все возможное, чтобы написать как можно ближе к цифре 100. Что входит в тестовые задания, по каким разделам они составляются? Они составляются по тем вопросам и темам, которые изучаются в рамках получения среднего профессионального образования в туристической сфере, которая очень важна, очень связана с переводческой деятельностью. Очень часто наши переводчики работают в сфере туризма. Вот эти 5 основных разделов: деловые коммуникации, организация предоставления туристских услуг, история туризма, этика деловых отношений и организация туристской индустрии. Чтобы вам сдать экзамен, нужно зайти на сайт с помощью логина и пароля, отправленных вам на электронную почту. Нужно обязательно будет проверить все папки, включая папку спам, куда нередко улетают письма нашим абитуриентам, и они потом очень сильно переживают, что им не пришла информация. Пожалуйста, проверяйте. Как получить этот логин и пароль, чуть позже расскажу. Но вы их получите, вот вы уже их получили, и при первом входе в учетную запись вам система предложит поменять пароль на свой. Вы поменяете, если пароль, дальше вы будете заходить уже по вот этому своему паролю. Поэтому, пожалуйста, сделайте пароль таким, чтобы он был запоминаемым вами, либо куда-то его запишите, чтобы не потерять. И заходить уже на все вступительные испытания с этим паролем. Помните, что перед каждым экзаменом нужно обязательно сфотографироваться и прикрепить цветное фото свое, где будет видно ваше лицо и главный разворот паспорта с вашими фотографией и фамилией, именем и отчеством. Это необходимо для идентификации вашей личности, как и при любых дистанционных испытаниях сейчас делается. Итак, еще раз. Делаете фото, на котором вы с вашим документом, разворот виден первой страницы, где фото и фамилия, имя, отчество, все очень четко видно, и лицо, и данные ваши. Еще раз не забываем про ограничения по времени и наличие только одной попытки. Теперь, как получить эти самые логин и пароль? Вы заходите в свой личный кабинет, регистрируйтесь, далее вот тут ваше имя должно быть, здесь у нас условно Анатолий, открываете вкладочку «Абитуриент». Среди того, что выпало под вкладочкой «Абитуриент» меню, находите нормативные документы. Вот оно, открываем, что у нас получается. Смотрим, правила приема, расписание. Вот инструкция о получении логина и пароля для прохождения вступительных испытаний. Вот она, сама инструкция, можете посмотреть ее онлайн, а лучше, чтобы потом можно было несколько раз прочитать, если что-то непонятно с первого раза, скачать. Это чуть ниже, вот видите, галочка. Все, вы получили логин и пароль, вы получите его по почте, ждете, проверяете все папки, включая спам. Как подготовиться? Как найти, давайте расписание, когда сдавать. Сначала помню, как сдавать. Можно прямо из личного кабинета зайти, видите, расписание вступительных испытаний для бакалавриата специалитета. Прямо отсюда, из личного кабинета, самый быстрый способ. Если вы уже закрыли личный кабинет или не можете зайти почему-то, можно зайти и посмотреть расписание через сайт.
приемной комиссии. abitur.bspu.ru, находите вкладочку «Бакалавриат специалитет», нажимаете. У вас выпадает информация, листаете, так, количество мест, вот после стоимости обучения написано расписание вступительных испытаний. Нажимаете. У вас появляется информация, находите вступительные испытания после среднего профессионального образования. И в выпадающей табличке ищите слева, где же наш экзамен. Вот он, основа профессиональной коммуникации. Здесь он выделен желтым, для того, чтобы было видно. Смотрим, значит, итак, консультация на 23 год. Если вы подали документы с 20 июня по 20 июля, то доступ к тесту у вас откроется 24 июля с 10 утра до 10 вечера. Но поскольку выполняется тест в виде теста час 60 минут, то время последнего захода в систему за час до этого. То есть у нас в 9 часов вечера желательно зайти в последний момент. Почему? Потому что в 10 часов программа автоматически отключится и отключит вам доступ. Если вы планируете на вечер, самое позднее 9 вечера. Если по уважительной причине вы не можете сдавать в этот день, и это обозначено, об этом имеет информацию приемная комиссия, то резервный день назначается для сдачи вступительных испытаний 25 июля на следующий день с 10 утра до 5 вечера. Обратите внимание, время здесь ограничено уже по вечернему сроку. И, соответственно, последнее время захода в систему для сдачи теста в резервный день – это 4 часа дня. Если вы подали документы после 20 июля, то есть с 21 июля по 12 августа, то доступ к тесту открывается для таких абитуриентов 19 августа с 10 утра до 10 вечера. Точно так же последнее время захода для спокойного выполнения теста 9 вечера. И резервный день для таких абитуриентов 20 августа с 10 утра до 5 вечера. Тоже время последнего захода в 4 часа. Итак, мы знаем, уже у нас должен прийти логин-пароль, мы знаем, когда мы сдаем, теперь как нам подготовиться, что входит подробно. Можно из этой же прямо таблички выйти на программу. Вот здесь видите, да? Смотри программу. Опять же, можно то же самое сделать через сайт. Заходим опять на сайт приемной комиссии abitur.bspu.ru, нажимаем «Бакалавриат специалитет», листаем и находим программы вступительных испытаний после СПО, после среднего профессионального образования. И в этом огромном списке, где есть все программы всех вступительных испытаний на все направления, находим свою основу профессиональной коммуникации на базе СПО. Нажимаем, что у нас открывается. У нас открывается программа, здесь не все ее страницы, только то, чтобы вы получили представление. Вот эта титульная страница таким образом выглядит. Дальше прописываются все технические требования к вашему устройству, с которого будете заходить, и, собственно говоря, ограничения какие-то во время тестирования. Пожалуйста, прочитайте их внимательно, чтобы потом у вас не было, скажем так, таких вариантов, сомнений, и чтобы вам не аннулировали результаты вашего теста, да, то есть что нельзя делать. Далее имеется перечень разделов, вот который у нас был на слайде, уже с перечислением вопросов, которые туда входят. Значит, например, успех, карьера и жизнь, да, как найти работу, как написать резюме, как проводить собеседование, как пишется формат делового письма, значит, здесь требуется, какие есть правила письменного этикета и так далее. Значит, все вот эти подвопросы по каждому разделу в программе есть расписаны более подробно. Также есть и примерные тестовые задания, как они выглядят. Все задания тестовые – это задания закрытого типа, то есть вы не вписываетесь в никакие свои варианты ответов, вы выбираете из уже предлагаемых вам вариантов ответов, один из которых будет правильный. То есть вот у нас есть вопрос: неприятие чужой культуры в результате использования стереотипов миропонимания своего народа при восприятии элементов этой культуры – это. Выберите правильный ответ: А, Б или В. Культурная дистанция, культурный шок или конфликт культур. Ну и так все 25 вопросов. Значит, как готовиться к этим разделам? В списке рекомендуемой литературы, которая приводится в программе, те учебники, которые утверждены к обучению в системе среднего профессионального образования для изучения этой дисциплины.
Год этих учебников может быть разный. Мы посмотрели самые, наверное, здесь предложили старенькие даты. Некоторые из учебников были переизданы, но вас это не должно смущать. Поэтому, если у вас есть более новый учебник, хорошо из этого списка. Если вот более старый, тоже не переживайте, потому что вопросы, по которым составлен тест, они не изменились от издания к изданию, от переиздания. То есть, если в рамках этих учебников, рекомендованных к обучению, эта информация есть, что в 2015 году по Бескаравайну есть, что, допустим, в переиздании 2021 года, что там, допустим, вот в 2012 году по Габекяну есть эта информация, что и в более поздних нескольких переизданиях. Эта информация там не изменилась. Какой сможете учебник найти, тем и пользуйтесь. Можно также зайти на сайт, вот этот crossculturalcommunication.com, где есть тоже очень интересная информация, которая помогает. Если у вас в день нашей консультации возникли какие-то вопросы, то именно в этот день, в день консультации, вы можете написать мне на почту. Вот она представлена на слайде, yulia.arysupova.yandex.ru. Либо написать мне в WhatsApp сообщением 917 34 59 154. Только сначала пропишите, что я абитуриент, у меня вопрос по экзамену, вступительное испытание такому-то, чтобы система не скинула ваше сообщение в спам, как антиспам, система антиспам стоит. Либо вы можете зайти на сайт и посмотреть ответ на свой вопрос, как среди часто задаваемых вопросов в приемной комиссии, знакомый уже нам сайт, можно перейти по QR-коду. Либо, если у вас нет доступа к интернету, вы можете позвонить по телефону, запишите его сразу, чтобы он у вас был сохранен в телефоне. Это телефон горячей линии приемной комиссии БГПУ имени Акмуллы 8 347 287 9999. И на ваш вопрос вам обязательно ответят не только в день консультации, но и в другие дни. У меня на этом все. Спасибо вам за внимание. Я желаю вам удачи и ждем всех абитуриентов, самых талантливых, самых замечательных в рядах наших уже студентов. Удачи!